Я, Дамбаев Хамзат Вахидович, из города Урус-Мартан, образование высшее, университетское. Собираюсь сказать несколько слов о виде, о жанре, об особом жанре чеченского фольклора назмы. Назмы. К сожалению, этой темой мало кто касался. Впервые об этих назмах несколько слов было сказано нашим ученым, сейчас я кандидатом филологических наук, сейчас я его фамилию не помню, к сожалению. Он сказал несколько слов. А впервые отдельные части, несколько куплетов назмы были напечатаны в романе Абузара Айдамирова «Долгие ночи». А вот в теоретическом и в практическом плане нормами ученая среда Чеченской Республики, да и Российской Федерации этой проблемой не занималась. Хотя эта проблема академическая, она очень интересная. Во-первых, назма – это заимствованное слово из арабского языка, оно означает стихи. А дословный перевод будет такой, значит, нанизанные на шелковый снур жемчужины. Вот что означает назмун, словосочетание. А в чеченском языке заимствовав это слово из арабского языка, оно означает стихи в этом понимании, точно так же, как чеченское илли. А в практическом плане назма – это один из последних жанров народного фольклора, клерикальных жанров, то есть религиозных жанров. С принятием мусульманства, естественно, кроме религиозных догм, религиозных учений, принимались и какие-то художественно-изобразительные формы пропаганды исламской веры среди народа. Так вот, с этой верой к нам пришли и эти арабские стихи, то есть эти назмы. Назмов у чеченцев очень много. Квалификацией этих назм никто не занимался. Я сделал эту попытку как-то классифицировать их. Прежде всего по времени создания, по авторству, потом по содержанию, по форме стихосложения, да и по другим аспектам. У меня таких вот форм квалификации 7 этих назмов. Назмы – это очень интересные произведения. В них в основном, основная часть назм, они проповедуют и пропагандируют идею единого Бога Аллаха и праведного его пророка Магомеда. Кроме того, очень много назм о шейхах, о чеченских устазах, много назм о назмы призывы, которые ориентируют людей, верующих, к тому, чтобы они соблюдали все те заветы, которые предписаны Кораном. Художественно стихотворное оформление назм похоже на силлабическое и тоническое русское стихосложение. Есть назмы авторские и есть назмы народные. И те, и другие, и по форме, и по композиции, и по сюжету очень сходны. Назмы в чеченской культуре сыграли огромную роль в сохранении идентичности чеченского народа. Достаточно привести таких примеров, конечно, очень много при этих разного рода социально-бытовых
трагичных или же каких-то благополучных обстоятельствах каждая нормальная чеченская семья, которая соблюдает чеченские традиции, обычно проводит маулид, обязательно после этого маулида исполняется несколько назмов. Далее, во время депортации, когда и чеченская культура, и чеченский язык, и их самодостаточность была в сущности преследовалась на каждом шагу по 58 статье тогдашнего Уголовного кодекса, которая подвергала носителя национальных идей, национальной культуры врагами народа. Так вот, в это время назмы оказали огромную услугу в театре, то есть назмы были единственными театрально-зрелищными формами, объединяющими не только чеченский народ, но и помогающим сохранять свою идентичность. Особенно, например, меня удивляют назмы, которые появились в репрессивные годы Сталина. Это 1925-1938 годы. Именно в эти годы в чеченской, тогдашней Чеченской автономной Советской Социалистической Республике этим репрессиям подвергалось очень много людей. Среди них была элита чеченская, это были носители религиозных знаний, муллы. Очень много мул в то время было и осуждено, и расстреляно. Очень много деловых людей было выслано под предлогом того, что они якобы были кулаками. Но тем не менее, даже и эту эпоху отразили вот этот национальный жанр назмов. Интересные назмы этого периода. Кроме того, во время ссылки чеченского народа по этим событиям тоже мне удалось найти несколько назмов, которые рассказывают и о дне высылки, об отношении других кавказских народов к этой высылке. Вот, например, кумыки, у кумыков на чеченском языке у кумыкского народа есть очень оригинальная назма, которая выражает сожаление по тому, что чеченцев выслали со своих насиженных мест. Таким образом, вопрос назмов в академическом плане остается открытым. Этот вопрос надо изучать. К сожалению, у нас при таком богатом фольклоре, не только этого одного жанра, но и другого, очень богатый фольклор имеется у нашего народа. Ну а вот официальная наука, чеченская фольклористика, у нас даже и учебника по этому вопросу нет. Наверное, в будущем наше подрастающее поколение ликвидирует вот этот академический пробел